Подумайте о человеке, которому вы доверяете свою жизнь, свои секреты и будущее своей семьи. Представьте, что этот человек сидит с вами за одним столом, поднимает тост за ваше здоровье и клянется в вечной верности, глядя вам прямо в глаза. А теперь вообразите, что именно этот человек отдает приказ спецназу штурмовать ваш дом, зная, что вы находитесь внутри, и хладнокровно наблюдает, как рушится все, что вы строили десятилетиями. Так случилось с Алмазбеком Атамбаевым 7 и 8 августа 2019 года, когда его ближайший соратник, которого он сам привел к власти, превратился в его тюремщика. Бывшие офицеры спецслужб знают эту историю изнутри, но молчали годами, боясь возмездия новой системы. Сегодня, впервые, мы раскроем анатомию самого громкого предательства в современной истории Центральной Азии. События в Койташе не были спонтанной операцией по принудительному приводу свидетеля, как это пытались представить официальные власти в своих сухих пресс-релизах. Это была кульминация личной драмы, разыгравшейся на глазах у всей страны, когда спецназ «Альфа» получил приказ войти в резиденцию бывшего президента. В те жаркие августовские дни воздух был пропитан не только слезоточивым газом, но и густым ощущением сюрреализма происходящего, ведь еще совсем недавно портреты этих двух людей висели рядом на каждом государственном здании. Очевидцы тех событий вспоминают, что даже бойцы спецподразделений до последнего момента не верили, что им придется применять оружие против человека, который еще вчера был главнокомандующим и гарантом Конституции. В бункере резиденции, где укрывался экс-президент, до последней секунды теплилась надежда, что это какая-то чудовищная ошибка, что друг Соки не мог зайти так далеко. Но когда первые светошумовые гранаты разорвали тишину предгорья, стало ясно, что старые правила игры отменены, а дружба, скрепленная годами совместной борьбы, превратилась в пыль под сапогами силовиков. В те часы, когда резиденция превратилась в осажденную крепость, решалась не просто судьба одного политика, а переписывался весь политический код Кыргызстана. Атамбаев, человек эмоциональный и привыкший к широким жестам, оказался в ловушке собственной самоуверенности, полагая, что статус экс-президента и народная поддержка станут непробиваемым щитом. Он не учел одного фактора, который в политике часто оказывается решающим — обиды человека, которого слишком долго считали ведомым и тихим исполнителем. Штурм Койташа стал не просто полицейской операцией, а публичным актом унижения, демонстрацией того, что неприкасаемых больше нет, и что новая власть готова перешагнуть через любые моральные барьеры ради утверждения своего господства. Камни, летевшие в спецназ, и выстрелы в ответ стали символом полного разрыва связи между бывшим и нынешним, между учителем и учеником, между прошлым и настоящим. Когда дым рассеялся, и Атамбаев был выведен из своего дома под конвоем, в его взгляде читался не страх, а глубокое, почти философское разочарование в человеческой природе. Он создал систему, которая в итоге обернулась против него самого. Он передал меч власти в руки друга, чтобы этот меч был приставлен к его собственному горлу. Те, кто наблюдал за этим процессом, задавались вопросом, о чем думал Сооронбай Жээнбеков в тот момент, когда ему доложили, что операция завершена и его предшественник находится в наручниках. Чувствовал ли он триумф победителя или холодное дыхание истории, которое не прощает подобных сюжетов? Ведь в политике, как и в жизни, закон бумеранга работает безотказно, и тот, кто сегодня закрывает клетку, завтра может оказаться внутри нее. А вы бы смогли простить друга, который ради власти отправил вас за решетку. Представьте, что вы входите в узкий круг из 5 человек, которые знали истинный план передачи власти, разработанный в недрах аппарата президента еще в 2016 году.
Эти люди, связанные обетом молчания, были свидетелями того, как на закрытых совещаниях обсуждалась кандидатура преемника и как из множества вариантов был выбран именно тот, кто казался самым безопасным и предсказуемым. Теперь представьте, что вам нужно выбрать: сохранить верность старому шефу, который теряет влияние, или присягнуть новому лидеру, который обещает безопасность и карьерный рост. В тот период, когда решалась судьба транзита власти, эти люди сделали выбор, который предопределил крах команды Атамбаева и возвышение клана Жээнбековых. Что заставило их поверить в то, что тихий хозяйственник сможет переиграть харизматичного революционера? Выбор преемника — это всегда игра в рулетку. Но в случае с Атамбаевым это была игра с заряженным пистолетом, который он сам приставил к своему виску, будучи уверенным, что курок никогда не будет спущен. Логика Алмазбека Шаршеновича казалась безупречной. Ему нужен был человек из своей команды, проверенный годами, не имеющий собственных президентских амбиций и, главное, обязанный ему всем. Сооронбай Жээнбеков идеально подходил под это описание. Он был скромен, исполнителен, никогда не лез на первый план и всегда держался в тени своего яркого патрона. В кулуарах Белого дома его называли самым комфортным премьер-министром, человеком, который никогда не скажет «нет» и не ударит в спину. Именно эта иллюзия безграничной лояльности и сыграла злую шутку с Атамбаевым, который, будучи опытным политиком, забыл старую истину: власть меняет людей до неузнаваемости, а абсолютная власть меняет их абсолютно. Операция «Преемник» проводилась с размахом и использованием всего административного ресурса, чтобы обеспечить победу единого кандидата от социал-демократической партии. Атамбаев лично агитировал за своего друга, называя его самым честным и порядочным человеком, гарантом продолжения курса на стабильность и развитие. Он вкладывал в эту кампанию не только государственные средства, но и свой личный авторитет, убеждая народ, что голос за Жээнбекова — это голос за самого Атамбаева, только в другом обличье. Никто тогда не мог предположить, что эти пламенные речи станут материалами уголовных дел, а похвала превратится в обвинительный приговор. Окружение президента, те самые серые кардиналы, которые обычно чувствуют перемену ветра раньше других, тоже пребывали в уверенности, что схема тандема будет работать вечно, как это было в России между Путиным и Медведевым. Но Кыргызстан не Россия, и здесь менталитет требует, чтобы хан был только один, и этот хан не терпит ни наставников, ни опекунов. Внутрипартийные интриги того времени сейчас выглядят как хроника объявленной смерти. Многие соратники Атамбаева, такие как Сапар Исаков или Кубанычбек Кулматов, с недоверием относились к кандидатуре Жээнбекова, видя в нем скрытую угрозу. Они предупреждали шефа, что за внешней мягкостью скрывается жесткий и злопамятный характер, что клановые интересы Юга возьмут верх над партийной дисциплиной. Но Атамбаев, ослепленный верой в мужскую дружбу и собственную проницательность, отмахивался от этих предостережений, считая их проявлением ревности или борьбы за влияние. Он был уверен, что сможет управлять страной из своей резиденции в Койташе, дергая за ниточки и давая советы, которые будут восприниматься как приказы. Это была роковая ошибка. Он не учел, что, надев на человека корону, ты больше не можешь обращаться с ним как с подчиненным. Как только Жээнбеков принес присягу, он перестал быть другом Соки и стал президентом, которому больше не нужны были советы старшего брата. А вы замечали в своем окружении людей, которые кажутся тихими, но в нужный момент способны на жесткий удар? В секретных архивах Государственного комитета национальной безопасности хранились папки с грифом «Совершенно секретно», доступ к которым имели лишь 3 человека в стране,
И содержание этих папок могло уничтожить репутацию любого политика за считанные часы. В этих досье находилась информация о реальной стоимости модернизации ТЭЦ Бишкека, о схемах распределения кредитных средств и о том, кто на самом деле получал откаты от китайских инвесторов. Почему эти документы, которые должны были стать страховкой для одной стороны, внезапно превратились в главное оружие обвинения для другой, и куда исчезли оригиналы некоторых финансовых отчетов сразу после смены власти? История с модернизацией столичной теплоэлектроцентрали стала тем самым детонатором, который взорвал хрупкий мир между бывшим и действующим президентами. 386 миллионов долларов — сумма колоссальная для бюджета Кыргызстана. И именно вокруг этих денег закрутилась воронка, затянувшая в себя ближайших соратников Атамбаева. Когда в январе 2018 года на ТЭЦ произошла авария, оставившая Бишкек без тепла в лютые морозы, это стало идеальным поводом для начала атаки. Но мало кто знает, что в архивах, которые позже изымали следователи, содержались не только технические сметы, но и записи неформальных переговоров, где обсуждались доли и интересы различных групп влияния. Эти документы были своего рода черной кассой эпохи Атамбаева, и контроль над ними означал контроль над ситуацией. Следователи, работавшие по делу ТЭЦ, столкнулись с удивительным фактом. Часть ключевых документов, касающихся этапа принятия решений, словно испарилась или была составлена таким образом, что концов найти было невозможно. Однако то, что удалось найти, было использовано с хирургической точностью против молодой гвардии Атамбаева, Сапара Исакова и других технократов, которых называли «будущим страны». Их аресты стали первым сигналом того, что неприкасаемых больше нет и что архивные папки теперь читаются по-новому. В этих бумагах, покрытых пылью канцелярской тайны, скрывались доказательства того, что система коррупции была не просто ошибкой отдельных чиновников, а смазочным материалом всего государственного механизма. Но самое интересное заключалось в том, что подписи под многими решениями ставили люди, которые при новой власти не только сохранили свои посты, но и пошли на повышение, что наводило на мысли об избирательном правосудии. Особое место в этой архивной войне занимали документы, найденные в доме самого Атамбаева после штурма. Списки, расписки, личные заметки. Власть утверждала, что там были найдены доказательства незаконного обогащения и подготовки к захвату власти, в то время как защита экс-президента говорила о фальсификациях и подброшенных уликах. Что на самом деле скрывали эти бумаги? Возможно, там были компрометирующие материалы на тех, кто теперь сидел в высоких кабинетах. И именно поэтому операция по изъятию архива была проведена так жестко и стремительно. Уничтожение или сокрытие части этих документов стало залогом выживания для многих представителей политической элиты, которые успели вовремя перебежать на сторону победителя. История учит нас, что архивы не горят, но они умеют молчать, пока это выгодно тем, у кого в руках ключи от сейфа. Какие еще тайны хранят подвалы спецслужб, о которых мы узнаем только через десятилетия? До последнего момента мы думали, что они договорятся, ведь они столько прошли вместе, говорит бывший сотрудник аппарата президента, чьи руки до сих пор нервно сжимают чашку чая при воспоминании о тех днях. Что знал этот человек, чего не знали мы, наблюдая за внешне спокойной передачей власти? Сегодня, спустя годы, свидетели тех событий впервые готовы рассказать о закрытых встречах, где воздух звенел от напряжения, и о том, как ледяной холод отчуждения постепенно сковывал отношения двух старых друзей. Их показания меняют наше представление о том, кто на самом деле сделал первый шаг к войне, и была ли возможность избежать этого разрушительного конфликта.
первые трещины в фундаменте дружбы на века появились практически сразу после инаугурации, хотя широкая публика этого еще не замечала. Свидетели из близкого круга рассказывают, что Атамбаев, привыкший быть центром вселенной, крайне болезненно воспринимал любые попытки Жээнбекова проявить самостоятельность. Каждый кадровый указ, не согласованный с Койташем, воспринимался как личное оскорбление, как нарушение негласного пакта. С другой стороны, Жээнбеков, оказавшись в кресле президента, быстро осознал, что не может быть полноценным главой государства, пока за его спиной маячит тень предшественника. Окружение нового президента начало нашептывать ему, что народ ждет от него решительных действий, что пора показать, кто в доме хозяин, и что Атамбаев тянет его на дно своим токсичным наследием. Кульминацией этого скрытого противостояния стал съезд СДПК, где Атамбаев, не сдержав эмоций, обрушился с критикой на своего преемника, публично указав на коррупцию в его окружении и ошибки в управлении. Это было похоже на взрыв бомбы. Экс-президент сжигал мосты, не оставляя путей к отступлению ни себе, ни Жээнбекову. Свидетели вспоминают, что в зале повисла гробовая тишина. Многие делегаты опускали глаза, понимая, что присутствуют при начале большой войны. Жээнбеков тогда промолчал, но его молчание было страшнее любых криков. Это было молчание человека, который уже принял решение и просто ждет удобного момента для удара. Именно тогда, по словам инсайдеров, была дана команда силовикам начать сбор компромата на команду Атамбаева и готовить почву для уголовных дел. Разрыв отношений происходил не только на политическом, но и на чисто человеческом уровне, что делало ситуацию еще более трагичной. Общие друзья пытались примирить их, устраивали встречи, передавали послания, но стена непонимания становилась все выше. Атамбаев чувствовал себя преданным, он не мог поверить, что человек, которого он считал братом, так быстро забыл все добро. Жээнбеков же чувствовал себя освободившимся от опеки. Он строил свою легитимность на отрицании прошлого, на борьбе с драконом, которого сам же и помогал кормить. Этот конфликт расколол не только партию, но и общество, и даже семьи, где споры о том, кто прав, алмаз или соки, приводили к ссорам. В итоге свидетельские показания рисуют картину не просто политической борьбы, а глубокой личностной трагедии, где амбиции и обиды перевесили здравый смысл и интересы государства. А как вы думаете, можно ли сохранить дружбу, когда на кону стоит абсолютная власть? Представьте себе закрытую комнату в здании Жагорку-Кинеша, где в июне 2019 года собралась специальная депутатская комиссия, состоящая из людей, которые еще вчера клялись в верности лидеру нации. В их руках находился документ, который должен был стать юридическим обоснованием для снятия неприкосновенности с экс-президента. Но на самом деле это был сценарий публичной казни, написанный под диктовку новых кураторов из Белого дома. Эти 12 человек знали, что их подписи под заключением о выдвижении обвинений станут точкой невозврата, превращающей политическую борьбу в уголовное преследование без права на помилование. Что заставило этих депутатов, многие из которых получили свои мандаты исключительно благодаря поддержке Атамбаева, так единодушно проголосовать за его уничтожение, и какие гарантии личной безопасности они получили взамен на это предательство? Процесс лишения статуса экс-президента в парламенте напоминал хорошо срежиссированный спектакль, где каждому была отведена своя роль, а финал был известен еще до поднятия занавеса. 103 депутата нажали кнопку «За», и этот сухой электронный звук стал похоронным звоном по эпохе Атамбаева, продемонстрировав, что в кыргызской политике лояльность имеет очень короткий срок годности. Алмазбек Шаршенович,
Наблюдая за этим процессом из своего укрепленного дома в Койташе, наверняка испытывал чувство дежавю, ведь он сам когда-то создавал эту систему абсолютного подчинения парламента воле президента. Ирония судьбы заключалась в том, что механизм, отлаженный им для контроля над оппонентами, теперь перемалывал его самого с безжалостной эффективностью, не оставляя шансов на защиту. Депутаты, которые еще недавно соревновались в лести, теперь соревновались в жесткости обвинений, стараясь доказать новому хозяину свою полезность и отречься от старого покровителя. Атмосфера в те дни была наэлектризована до предела, ведь снятие неприкосновенности означало, что силовики получили карт-бланш на любые действия, вплоть до силового захвата. Атамбаев прекрасно понимал, что повестки на допрос — это лишь формальность, приглашение в ловушку, из которой он уже не выйдет свободным человеком. Он принял решение, которое многие назвали безумным, а другие — единственно возможным для его характера — превратить свой дом в неприступную крепость и окружить себя живым щитом из сторонников. Это была игра ва-банк, попытка показать власти, что за ним все еще стоит народ, и что арест не пройдет по тихому сценарию. Но он не учел, что его оппоненты тоже готовы повышать ставки, и что для них вопрос его изоляции стал вопросом собственного политического выживания. В те дни Койташ превратился в государстве, где действовали свои законы, своя охрана и своя пропускная система, полностью игнорирующая официальные власти. Люди, собравшиеся там, верили, что защищают не просто человека, а справедливость, не подозревая, что становятся пешками в большой игре двух кланов. Атамбаев, выступая перед ними, говорил о чести и достоинстве, но в его глазах уже читалось понимание неизбежности трагического финала. Он загнал себя в угол, откуда было только два выхода: либо победа через революцию, либо поражение через революцию, либо тюремная камера. И с каждым днем первый вариант становился все более призрачным. А как бы вы поступили на месте депутатов? Сохранили бы верность опальному лидеру, рискуя карьерой, или выбрали бы сторону силы? Под резиденцией в Койташе существовали помещения, о назначении которых не знали даже многие члены семьи экс-президента, и которые проектировались как последнее убежище на случай тотальной войны. Строители, работавшие над этим объектом, давали подписки о неразглашении, ведь схема коммуникаций и запасных выходов была государственной тайной высшего уровня. Почему в последние недели перед штурмом Атамбаев проводил в этих подземных комнатах больше времени, чем в жилых помещениях, и какие именно предметы были перенесены туда из рабочего кабинета? Офицеры службы госохраны, оставшиеся верными до конца, знали, что этот бункер может выдержать долгую осаду. Но они не знали, что главный удар будет нанесен не снаружи, а изнутри, через предательство тех, кто знал планы обороны. Оборона Койташа готовилась не как защита от полиции, а как полноценная военная операция с использованием инженерных заграждений, камней и заранее подготовленных позиций для контратаки. Сторонники экс-президента, среди которых были и крепкие молодые люди спортивного телосложения, и пожилые женщины, готовые лечь под колеса бронетехники, создавали атмосферу религиозного фанатизма. Атамбаев, находясь в центре этого бурлящего котла, терял связь с реальностью, убеждая себя, что власть не посмеет применить силу против народа. Он забыл, что для системы, которую он сам строил, понятие «народ» часто подменяется понятием «толпа», которую можно и нужно разгонять ради сохранения стабильности. Каждый день ожидания штурма изматывал нервы, превращая резиденцию в пороховую бочку, которой достаточно было поднести одну спичку. Внутри этого укрепленного лагеря царила паранойя. Везде искали шпионов и провокаторов,
подозревали каждого, кто задавал лишние вопросы или пытался снимать происходящее на телефон. Ближайшее окружение Атамбаева фильтровало информацию, доходящую до шефа, создавая у него иллюзию, что вся страна готова подняться на его защиту по первому зову. Это была опасная информационная капсула, которая мешала экс-президенту трезво оценить соотношение сил и понять, что он остался в одиночестве против всей государственной машины. Власть же, напротив, действовала холодно и расчетливо, выжидая момент, когда бдительность защитников притупится, а усталость возьмет свое. Они знали, что время работает против Атамбаева и что каждый день сидения в осаде уменьшает его политический вес. Когда спецназ все-таки пошел на штурм, это стало шоком не столько из-за самого факта атаки, сколько из-за ее дерзости и внезапности, прямо посреди белого дня. Те самые секретные помещения и коридоры, которые должны были спасти хозяина дома, превратились в ловушку, из которой не было выхода. Хаос, крики, стрельба и кровь — все смешалось в кошмарный калейдоскоп, где уже невозможно было разобрать, кто прав, а кто виноват. Атамбаев, забаррикадировавшись в самой защищенной комнате, наверняка перебирал в памяти все моменты, когда он мог остановить этот сценарий, но не сделал этого из гордости. История жестоко наказывает тех, кто путает собственное величие с реальностью, и бункер в Койташе стал памятником этой трагической ошибки. Вы верите, что существуют тайные ходы, которые позволяют исчезнуть бесследно или от правосудия не скрыться даже под землей? В сейфе Алмазбека Атамбаева хранились цифровые носители и документы, содержание которых могло бы мгновенно отправить в отставку все высшее руководство страны, пришедшее к власти в 2017 году. Это была так называемая «черная бухгалтерия» предвыборного штаба, где с педантичной точностью фиксировались суммы, источники финансирования и фамилии тех, кто приносил чемоданы с наличными. Почему эти доказательства, которые могли стать гарантией безопасности экс-президента, не были опубликованы в момент наивысшего напряжения, и куда исчезли ключевые флеш-накопители после обыска, проведенного следователями военной прокуратуры? Существует версия, что именно охота за этим архивом была истинной целью штурма, а арест самого Атамбаева был лишь прикрытием для операции по изъятию компромата. Документы, о которых идет речь, содержали детальную информацию о том, как на самом деле ковалась победа Сооронбая Жээнбекова, сколько стоили голоса в регионах, кто из олигархов оплачивал банкет и какие преференции им были обещаны взамен. Это была бомба замедленного действия, заложенная под фундамент легитимности новой власти. И Атамбаев держал палец на кнопке детонатора, угрожая нажать ее в любой момент. Однако он недооценил решимость своих оппонентов, которые понимали, что на кону стоит не просто их карьера, а свобода и, возможно, жизнь. Операция по нейтрализации этой угрозы была проведена с хирургической точностью. Сначала информационная блокада, затем дискредитация. И, наконец, физическое изъятие носителей информации. Свидетели обыска утверждают, что сотрудники спецслужб искали не оружие и не золото, а именно бумаги и электронные устройства, упаковывая их в специальные контейнеры без надлежащей описи. Это нарушение процессуальных норм было не случайностью, а необходимостью, чтобы никто и никогда не узнал, что именно было вынесено из дома в тот день. Часть этих материалов, возможно, была уничтожена сразу же, а часть легла в личные сейфы новых хозяев жизни, как страховка на будущее. Ведь в политике компромат не исчезает бесследно. Он просто меняет владельца, становясь инструментом шантажа и управления уже в новых руках. Атамбаев, лишившись своего главного козыря, оказался безоружным перед лицом судебной машины, которая теперь могла лепить из него образ коррупционера
и преступника, не опасаясь ответного удара. Но самое интригующее в этой истории с архивами — это то, что некоторые копии, по слухам, могли быть вывезены за пределы страны еще до начала активной фазы конфликта. Если это так, то где-то в банковской ячейке в Европе или Азии лежит ключ к разгадке многих тайн кыргызской политики, который ждет своего часа. Это создает ситуацию постоянного напряжения для действующих политиков, которые понимают, что прошлое может настигнуть их в самый неожиданный момент. История учит нас, что правда, запертая в сейфе, рано или поздно вырывается наружу, разрушая карьеры и репутации. А как вы думаете, что скрывают политики в своих личных архивах? И готовы ли мы узнать всю правду о том, как делается большая политика? Я видел, как он упал, и понял, что назад дороги нет, рассказывает один из участников обороны Койташа, вспоминая момент гибели офицера спецназа «Альфа» Усенбека Ниязбекова. Этот выстрел, прозвучавший в суматохе штурма, разделил историю противостояния на «до» и «после», превратив политический конфликт в кровавую драму. Кто на самом деле нажал на спусковой крючок и почему баллистическая экспертиза вызвала столько вопросов у независимых экспертов, которые указывали на нестыковки в официальной версии следствия. Смерть человека стала той самой красной чертой, переступив которую власть получила моральное право на применение любой силы, а Атамбаев окончательно превратился из гонимого оппозиционера в обвиняемого в убийстве. Гибель спецназовца была трагедией, которую обе стороны пытались использовать в своих интересах. Власть представляла погибшего как героя, павшего от рук террористов, а сторонники Атамбаева говорили о провокации и дружественном огне. Но факт оставался фактом. В доме экс-президента пролилась кровь, и ответственность за это, так или иначе, легла на хозяина дома. Это событие деморализовало многих защитников Койташа, которые были готовы стоять за идею, но не были готовы становиться соучастниками убийства. В рядах сторонников начался раскол. Страх перед уголовным преследованием за особо тяжкое преступление заставил многих покинуть резиденцию или сдаться властям. Атамбаев, понимая, что ситуация вышла из-под контроля, оказался в психологическом тупике, осознавая, что теперь его судьба будет решаться не за столом переговоров, а в камере следственного изолятора. В те часы, когда врачи боролись за жизнь раненого офицера, а спецназ готовился ко второму, решающему штурму, в стране царила атмосфера надвигающейся гражданской войны. Люди в регионах с тревогой следили за новостями, боясь, что конфликт выплеснется за пределы одного села и охватит всю республику. Власть действовала жестко, отключая интернет и блокируя дороги, чтобы не допустить прибытия подкрепления к сторонникам экс-президента. Это была демонстрация силы, призванная показать всем, что государство способно подавить любой бунт, невзирая на личности и былые заслуги. Но цена этой демонстрации была высока. Доверие к правоохранительной системе было подорвано, а образ народного президента Жээнбекова потускнел на фоне кадров с вооруженными людьми, штурмующими дом своего бывшего соратника. Когда Атамбаев наконец вышел к силовикам и сдался, это было не признание поражения, а попытка остановить кровопролитие, которое могло стать катастрофическим. Его выводили под конвоем, и в этот момент рушился миф о неприкосновенности высшей власти в Центральной Азии. Он шел сквозь строй спецназа, зная, что впереди его ждут годы одиночества и борьбы за свое честное имя. Но, возможно, в глубине души он чувствовал облегчение от того, что этот кошмарный марафон, наконец, закончился. Однако вопрос о том, кто виноват в смерти офицера, остается открытым для многих, кто не верит в официальную версию следствия. Способны ли мы когда-нибудь узнать правду о том роковом выстреле, или она навсегда останется тайной следствия?
В медицинской карте специального контингента следственного изолятора ГКНБ под грифом «Секретно» появилась запись, датированная августом 2019 года, которую врачи боялись вносить в официальные протоколы. Речь шла не о физических травмах после штурма, а о критическом состоянии сердечно-сосудистой системы, которое могло привести к летальному исходу в любой момент допроса. Тюремные медики получали прямые указания сверху: пациент должен быть жив и в сознании, но никаких поблажек режима быть не должно. Почему список лекарств, передаваемых экс-президенту его семьей, подвергался такой тщательной цензуре, и какие именно препараты изымались охраной без объяснения причин? Этот медицинский формуляр стал свидетельством того, как система медленно и методично ломала волю человека, используя его собственное тело как инструмент давления. Первые дни в одиночной камере стали для Алмазбека Атамбаева испытанием тишиной, которая оглушала сильнее, чем взрывы светошумовых гранат в Койташе. Человек, привыкший к постоянному вниманию, лести и бесконечным телефонным звонкам, внезапно оказался в вакууме, где единственным собеседником были бетонные стены и офицер, приносящий еду. Психологи спецслужб знают, что именно в этот период происходит ломка личности. Вчерашний вершитель судеб начинает сомневаться в собственной значимости, когда понимает, что мир снаружи продолжает жить без него. Его изолировали не просто от общества, а от информации, создавая иллюзию, что все его сторонники отреклись от него и дали признательные показания. Это была классическая тактика дилеммы заключенного, рассчитанная на то, что нервы экс-президента сдадут, и он начнет говорить, чтобы спасти остатки своего окружения. Но самым болезненным ударом стало не тюремное заключение, а поведение тех, кого он считал своей политической семьей, своих партийных детей. В то время как Атамбаев сидел в камере, в парламенте и правительстве происходила массовая перекраска. Люди, получившие должности благодаря его подписи, публично каялись и называли период его правления темными временами. Они спешили дистанцироваться от токсичного лидера, стирая совместные фотографии из социальных сетей и переписывая свои биографии. До экс-президента доходили лишь обрывки новостей, но и этого было достаточно, чтобы понять: преданность в политике — это валюта, которая обесценивается быстрее всего. Он осознал, что вырастил поколение приспособленцев, для которых власть была самоцелью, а не инструментом служения идеи. Стратегия защиты, выбранная Атамбаевым, заключалась в полном отказе от участия в следственных действиях и превращении каждого судебного заседания в политическую трибуну. Он молчал на допросах, глядя сквозь следователей, демонстрируя им свое презрение и отказываясь признавать легитимность происходящего. Это бесило систему, которая привыкла, что сломленные чиновники подписывают любые бумаги ради смягчения приговора. Его молчание было громче любых криков, оно создавало ореол мученика, который не идет на сделку с совестью, даже находясь в полной власти врагов. А вы смогли бы сохранить гордость и не проронить ни слова, зная, что каждое ваше слово может быть использовано против вашей семьи. Представьте себе зал суда, где вместо скамьи подсудимых установлена бронированная стеклянная клетка, напоминающая аквариум для опасного хищника. Внутри этой звуконепроницаемой капсулы сидит человек, который еще недавно принимал парады, а теперь вынужден общаться с миром через микрофон, который судья может отключить в любую секунду. 12 декабря 2019 года этот аквариум стал сценой для одного из самых драматичных моментов процесса, когда Атамбаев демонстративно встал и повернулся спиной к суду, отказавшись слушать обвинительное заключение. Что он шептал в тот момент, глядя на своих конвоиров,
и почему даже прокуроры на мгновение отвели глаза, не выдержав тяжести этого взгляда. Этот жест стал символом того, что физически его можно запереть, но подчинить его дух системе так и не удалось. Судебный процесс над бывшим президентом превратился в марафон изнурения, где заседания назначались одно за другим, не давая подсудимому времени на отдых и подготовку с адвокатами. Власть спешила вынести приговор, чтобы юридически закрепить статус преступника и закрыть вопрос о его возможном возвращении в политику. Свидетели обвинения, многие из которых сами находились под следствием, давали показания, похожие на заученные тексты, путаясь в датах и деталях, но судьи закрывали на это глаза. Это был конвейер правосудия, где результат был важнее процедуры и где закон трактовался исключительно в пользу обвинения. Атамбаев, сидя за стеклом, иногда саркастически улыбался, видя, как его бывшие подчиненные потеют и заикаются, пытаясь очернить своего бывшего шефа. Особое внимание общественности привлекло дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, которое стало основным эпизодом обвинения. Прокуроры рисовали схему грандиозного заговора, в котором президент лично отдавал приказы врачам и судьям, чтобы выпустить вора в законе. Атамбаев же утверждал, что это была спецоперация по экстрадиции другого преступника, которая сорвалась из-за предательства исполнителей. Истина, как это часто бывает, затерялась где-то посередине, в серых зонах спецслужб, где мораль уступает место государственной необходимости. Но для народа эта история стала доказательством того, что власть и криминал срослись настолько тесно, что их уже невозможно разделить. Приговор в 11 лет и 2 месяца лишения свободы прозвучал в пустом зале, куда не пустили прессу и сторонников, сославшись на карантинные ограничения. Это была тихая расправа, лишенная торжественности, словно власть сама стеснялась того, что делает. Атамбаева лишили всех государственных наград, званий и имущества, пытаясь стереть его имя из истории Кыргызстана. Но эффект получился обратным. Суровый приговор превратил его из коррупционера в политического узника, вызвав сочувствие даже у тех, кто раньше его критиковал. Люди в Кыргызстане любят обиженных властью, и тюремная роба часто становится лучшей одеждой для будущего реванша. Верите ли вы в справедливость суда, когда на скамье подсудимых сидит личный враг действующего президента? В ночь с 5 на 6 октября 2020 года, когда толпа протестующих таранила ворота Белого дома грузовиком, в здании ГКНБ происходило нечто, о чем не писали в газетах. Офицеры дежурной смены, видя, как рушится власть Сооронбая Жээнбекова, стояли перед выбором — выполнять инструкцию и защищать периметр или открыть камеры и спасти свои жизни. Кто отдал тот самый приказ не оказывать сопротивления толпе, которая шла освобождать Атамбаева, и почему ключи от его камеры оказались в руках переговорщиков так быстро? Эта ночь стала моментом истины, когда железные двери тюрьмы распахнулись не по решению суда, а под давлением улицы, доказав, что в Кыргызстане право силы всегда стоит выше силы права. Освобождение Атамбаева было похоже на сцену из голливудского боевика. Толпа выносит своего лидера на руках, скандируя его имя, а охрана расступается, боясь гнева народа. Он вышел на свободу, вдохнул холодный осенний воздух и, казалось, снова стал тем самым революционером, который не знает страха. Но это была уже другая страна и другая революция. Люди, которые штурмовали тюрьму, были разношерстной массой, объединенной лишь ненавистью к режиму Жээнбекова, но не любовью к Атамбаеву. Эйфория свободы длилась недолго, и уже через несколько часов стало понятно, что в этой новой игре ему отведена роль не лидера, а символа, который можно использовать и выбросить.
События 9 октября на площади Ала-Тоо стали кульминацией этого короткого периода свободы. Когда автомобиль Атамбаева был обстрелян неизвестным и пули оставили вмятины на бронированном стекле, стало ясно, что на него открыта настоящая охота. Это было покушение, организованное не просто для запугивания, а для физического устранения конкурента, который мог помешать новым игрокам делить власть. Атамбаев, стоя на трибуне под свист пуль и летящие камни, увидел лицо новой власти, агрессивное, молодое и не признающее никаких авторитетов. Он понял, что его время ушло, и что методы, которыми он сам когда-то пользовался, теперь обращены против него с удвоенной жестокостью. Возвращение в тюрьму через несколько дней было неизбежным финалом этой драмы. Новые правители страны, Садыр Жапаров и Камчибек Ташиев, сами прошедшие через жернова системы, прекрасно понимали опасность свободного Атамбаева. Его арестовали снова, но теперь уже без штурма и спецназа, тихо и буднично, как отработанный материал. Он вернулся в ту же камеру, из которой вышел героем, но теперь дверь захлопнулась еще плотнее. Этот короткий глоток свободы оказался самой изощренной пыткой — дать надежду, чтобы потом отнять ее и показать полное бессилие. А как вы думаете, что чувствует человек, который дважды входил в одну и ту же реку революции, но во второй раз чуть не утонул? В подвалах Белого дома, в комнате, где хранились особо важные документы аппарата президента, в дни октябрьских событий 2020 года вспыхнул пожар, уничтоживший сотни килограммов бумаги. Официально это было названо актом вандализма со стороны мародеров, но эксперты-криминалисты обнаружили следы использования специальных зажигательных смесей, которые гарантируют полное уничтожение целлюлозы. Что именно сгорело в том огне и почему пожарные расчеты были допущены к тушению только тогда, когда от архива остался лишь пепел. Существует версия, что в этом пламени исчезли оригиналы документов, связывающих старую и новую элиту общими финансовыми схемами, которые не должны были стать достоянием гласности. Глава «Архивы» в истории Атамбаева — это самая темная страница, где пробелов больше, чем текста. Уничтожались не только финансовые отчеты, но и записи прослушек, видеоматериалы скрытых камер из кабинетов и компромат на судей и прокуроров. Это была генеральная уборка истории, проведенная в хаосе революции, чтобы начать все с чистого листа. Но самое страшное скрывалось не в том, что было уничтожено, а в том, что было украдено и спрятано. Часть секретных досье ГКНБ, касающихся личной жизни политиков и их теневых активов, бесследно исчезла, чтобы, возможно, всплыть через годы в качестве инструмента шантажа. Среди утерянных документов, по слухам, находились и материалы, касающиеся истинных причин конфликта между Атамбаевым и Жээнбековым, не политических, а сугубо личных и финансовых. Эти бумаги могли бы пролить свет на то, куда делись миллионы долларов, выделенные на грандиозные проекты, и кто на самом деле был бенефициаром коррупционных схем. Теперь, когда оригиналы уничтожены, правда превратилась в миф, в легенду, которую каждый рассказывает по-своему. Атамбаев, сидя в тюрьме, наверняка знает содержание этих папок наизусть, но без доказательств его слова это просто слова обиженного человека. История учит нас, что архивы — это самое опасное оружие власти. Тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее, и именно поэтому каждая новая революция в Кыргызстане начинается с захвата или уничтожения архивов. Мы, простые зрители, видим лишь верхушку айсберга, в то время как под водой скрыты тонны компромата, способного взорвать страну. Остается лишь гадать, какие тайны унесли с собой в могилу или в эмиграцию те, кто имел доступ к этим секретам. Готовы ли мы узнать правду о том,
что на самом деле происходило за закрытыми дверями кабинетов, или нам спокойнее жить в неведении. Я не жалею ни о чем, кроме того, что слишком доверял людям. Эти слова, переданные через адвокатов, стали лейтмотивом последних лет заключения Алмазбека Атамбаева. Человек, который имел абсолютную власть, оказался в полной зависимости от воли своих тюремщиков, лишенный здоровья, свободы и возможности влиять на судьбу страны. Как получилось, что самый яркий политик десятилетия закончил свой путь в одиночной камере, преданный всеми, кого он возвысил? Его история — это не просто биография одного человека. Это зеркало всей политической культуры региона, где дружба — это слабость, а предательство — инструмент выживания. Последствия правления и падения Атамбаева Кыргызстан будет ощущать еще долгие годы. Он разрушил миф о сакральности власти, показав, что президента можно судить и сажать. Но он же и создал прецедент, когда закон используется как кистень для расправы с оппонентами. Его наследие противоречиво. С одной стороны, энергетическая независимость и новые дороги, с другой — расколотое общество и разрушенные институты. Но главный урок, который он преподал всем будущим лидерам, никогда не передавай власть преемнику, надеясь на его благодарность. В политике нет наследников, есть только конкуренты, которые ждут момента, чтобы занять твое место. Сегодня, глядя на события тех лет через призму времени, мы понимаем, что Атамбаев стал жертвой собственной системы. Он построил вертикаль власти, заточенную под одного человека, и когда этот человек сменился, вертикаль сработала против своего создателя. Это трагедия шекспировского масштаба, разыгравшаяся в декорациях Центральной Азии. И пока он находится в заключении, его тень продолжает висеть над кыргызской политикой, напоминая всем действующим правителям: «Мементо мори». Помни о смерти. Помни, что власть не вечна и что тюремная камера всегда ближе, чем кажется из окна президентского дворца. Финальный вопрос остается открытым, и ответ на него у каждого свой. Был ли Алмазбек Атамбаев злодеем, заслужившим свою участь, или трагическим героем, которого погубила вера в дружбу? История еще не вынесла свой окончательный вердикт. И, возможно, новые архивы, которые когда-нибудь будут открыты, заставят нас пересмотреть все, что мы знали об этой эпохе. А как вы считаете, заслуживает ли бывший президент прощения, или он должен испить эту чашу до дна за все ошибки своего правления? В бортовом журнале специального рейса, вылетевшего с российской авиабазы Кант 24 июля 2019 года, значилась фамилия всего одного пассажира, чей статус позволял игнорировать стандартный пограничный контроль суверенного Кыргызстана. Этот полет, организованный в режиме строжайшей секретности, был последней отчаянной попыткой Алмазбека Атамбаева разыграть карту геополитического влияния и получить гарантии безопасности от человека, которого он считал своим старшим партнером. В Кремле, куда направлялся этот борт, существовали стенограммы разговоров, содержание которых могло бы мгновенно остановить маховик репрессий в Бишкеке, если бы на то была политическая воля принимающей стороны. Но почему этот визит, который должен был стать триумфальным возвращением под защитой Северного брата, обернулся холодным душем и фактическим сигналом к началу конца? Что именно Владимир Путин сказал своему бывшему коллеге за закрытыми дверями? И почему Атамбаев вернулся в Койтаж еще более уверенным в своей правоте, не заметив, что капкан уже захлопнулся? Полет в Москву стал кульминацией политической наивности экс-президента, который верил, что личные отношения с мировыми лидерами стоят выше государственных интересов и протоколов. Атамбаев полагал,
что демонстрация поддержки со стороны Кремля заставит Сооронбая Жээнбекова отступить и сесть за стол переговоров, испугавшись гнева стратегического партнера. Однако он не учел, что в большой политике не любят тех, кто выносит ссор из избы и пытается решать внутренние конфликты руками иностранных лидеров. Встреча в Кремле прошла совсем не по тому сценарию, который рисовали советники Атамбаева. Вместо жесткого ультиматума действующей власти прозвучал вежливый, но твердый совет — объединиться вокруг действующего президента. Это был дипломатический язык, который на самом деле означал: «Мы не будем вмешиваться, разбирайтесь сами». Но Атамбаев, привыкший слышать только то, что хотел, истолковал это как карт-бланш на продолжение борьбы. Возвращение в Кыргызстан напоминало сцену из трагикомедии. Сторонники встречали его как победителя, не понимая, что их лидер привез из Москвы не щит, а мишень на своей спине. Власть в Бишкеке, получив сигналы о том, что Москва не будет активно защищать друга Алмаза, вздохнула с облегчением и начала форсировать подготовку к силовой операции. Жээнбеков понял, что красные линии стерты, и что теперь арест предшественника — это лишь вопрос техники и времени, а не геополитического риска. Атамбаев же, окрыленный самим фактом приема на высшем уровне, потерял бдительность, считая, что теперь его дом в Койташе находится под незримым куполом российской протекции. Это была фатальная ошибка оценки ситуации. Он перепутал вежливость с поддержкой, а дипломатический этикет с союзническими обязательствами. Интересно, что в те дни в кулуарах кыргызской политики ходили слухи о том, что Атамбаеву предлагали остаться в Москве и не возвращаться на родину, выбрав почетную ссылку вместо тюремной камеры. Почему он отказался от этого предложения, выбрав путь мученика, который неизбежно вел к решетке? Возможно, сыграла роль его гордость и уверенность в том, что народ не позволит его арестовать. Или же он просто не мог представить себя в роли беглого политика, наблюдающего за событиями со стороны. Этот выбор стал точкой невозврата, после которой сценарий силового захвата стал безальтернативным. А как бы поступили вы? Выбрали бы безопасную жизнь в эмиграции или вернулись бы домой, зная, что вас ждут наручники и суд? В сейфе главного бухгалтера корпорации «Форум», который был вскрыт следователями финансовой полиции в августе 2019 года, была обнаружена черная тетрадь, записи в которой могли бы стать основой для десятков уголовных дел против нынешней бизнес-элиты. В этой тетради, заполненной от руки, фиксировались не официальные дивиденды, а теневые потоки наличности, которые питали партийную кассу и обеспечивали лояльность медиаресурсов. Почему эти записи, содержащие имена известных депутатов и общественных деятелей, получавших ежемесячное содержание, так и не были опубликованы следствием в полном объеме, а использовались лишь выборочно? Существует версия, что эта тетрадь стала инструментом торга, с помощью которого власть заставила многих бывших соратников Атамбаева замолчать и перейти на сторону обвинения. Экономическое удушение империи Атамбаева проводилось с той же жестокостью, что и штурм его резиденции, но без лишнего шума и пыли. Арест счетов, захват здания форума, блокировка работы телеканала «Апрель» — все это были удары, направленные на то, чтобы лишить экс-президента ресурсов для сопротивления. Люди, которые годами кормились с его рук, управляли его активами и клялись в вечной преданности, первыми побежали давать показания, спасая свои доли и свободу. Это был классический рейдерский захват, легализованный через решение судов, где собственность объявлялась нажитой преступным путем и подлежащей национализации. Атамбаев, сидя в камере, с ужасом наблюдал, как дело всей его жизни растаскивают по кускам, и как его бывшие партнеры становятся новыми владельцами его активов.
Особый цинизм ситуации заключался в том, что многие из тех, кто теперь громил бизнес-империю экс-президента, сами участвовали в создании этих схем и получали от них выгоду. Следователи закрывали глаза на их прошлое в обмен на нужные показания против главного фигуранта, создавая парадоксальную ситуацию, когда исполнители становились свидетелями, а организатором объявлялся один человек. Телеканал «Апрель», который был главным рупором оппозиции, был опечатан спецназом прямо во время эфира, что стало символом зачистки информационного поля. Журналисты, оставшиеся без работы и оборудования, продолжали вещать в интернете, но их голос тонул в хоре государственной пропаганды, которая рисовала образ Атамбаева как алчного олигарха, обокравшего народ. Разгром финансовой базы социал-демократов привел к тому, что партия, еще вчера бывшая самой мощной политической силой в стране, рассыпалась как карточный домик. Без финансирования региональные ячейки быстро переориентировались на новых хозяев, а идеологические сторонники оказались в меньшинстве, не имея средств даже на печать листовок. Это был урок для всех будущих политиков Кыргызстана. Без денег нет лояльности. И как только перекрывается финансовый кран, идеология испаряется мгновенно. Атамбаев понял это слишком поздно, когда его счета были заморожены, а друзья-бизнесмены перестали отвечать на звонки адвокатов. Считаете ли вы справедливым, когда государство отбирает имущество политика до вынесения приговора, или это просто способ уничтожить конкурента? Представьте, что вы первая леди страны, доктор наук, привыкшая к уважению, протокольным встречам и благотворительным балам, но однажды утром в вашу дверь стучат не стилисты, а следователи с ордером на обыск. Раиса Атамбаева, женщина, которая всегда старалась держаться в тени своего мужа и заниматься исключительно медициной и образованием, внезапно оказалась под прицелом государственной машины подавления. Уголовные дела, возбужденные против нее, касались якобы незаконного обогащения и вмешательства в деятельность судебной системы. Но всем было очевидно, что это лишь способ давления на самого Алмазбека Шаршеновича. Каково это — видеть, как твою жену, мать твоих детей, таскают под опросом, угрожая реальным тюремным сроком, и понимать, что ты ничем не можешь ей помочь из своей одиночной камеры. Тактика давления через семью — это самый грязный, но и самый эффективный прием в арсенале спецслужб, который применяется, когда другие методы не работают. Следователи методично разрушали жизнь семьи Атамбаевых, арестовывая имущество, блокируя банковские карты, на которые начислялась пенсия и зарплата, и создавая вокруг них вакуум отчуждения. Бывшие подруги перестали здороваться с Раисой Минахмедовной, соседи отводили глаза, а коллеги по университету шептались за спиной, боясь, что общение с опальной семьей может навредить их карьере. Сыновья экс-президента Сеид и Кадыр также оказались под прессом. Их бизнес проверяли бесконечные комиссии, а за каждым их шагом следили наружное наблюдение и прослушка. Но, вопреки расчетам властей, эта травля не сломила семью, а наоборот сплотила ее и сделала более радикальной в своей риторике. Раиса Атамбаева, всегда сдержанная и интеллигентная, начала выступать с публичными заявлениями, обвиняя власть в политических репрессиях и беззаконии. Ее образ страдающей, но не сломленной женщины вызывал сочувствие у простых людей, которые в кыргызской традиции с уважением относятся к матерям и женам. Власть, атакуя женщин и детей, перешла незримую моральную черту, что начало работать против нее самой, создавая образ мстительного и мелочного режима. Атамбаев, получая новости о стойкости своей супруги, находил в этом силы продолжать свою молчаливую борьбу, понимая, что ему есть ради кого жить и сопротивляться. История семьи Атамбаевых в этот период — это драма людей,
которые внезапно обнаружили, что их фамилия стала проклятием, закрывающим любые двери. Им пришлось учиться жить в новой реальности, где каждый день — это борьба за выживание, где нужно искать деньги на адвокатов и передачи в СИЗО, и где каждый телефонный звонок может принести дурную весть. Это испытание показало, кто из окружения был настоящим другом, а кто — просто попутчиком, гревшимся в лучах чужой славы. Многие родственники исчезли с горизонта, но появились совершенно посторонние люди, готовые помочь и поддержать, что стало для семьи неожиданным открытием. А вы бы смогли выдержать такой прессинг, зная, что ваша единственная вина — это фамилия вашего мужа или отца? В секретных материалах партийного архива СДПК хранились протоколы заседаний Политсовета, на которых обсуждались стратегии чистки рядов и избавления от предателей. Но ирония судьбы заключалась в том, что главные предатели сидели за этим же столом. Операция по расколу партии изнутри, получившая условное название СДПК без Атамбаева, была разработана технологами Белого дома задолго до событий в Койташе. Кто был тем троянским конем, который инициировал альтернативные съезды, подавал иски в Минюст и методично отбирал у экс-президента его главное политическое детище — партию, которую он создавал более 20 лет. Имя Сагынбека Абдрахманова стало нарицательным, символом политического рейдерства, когда печать и устав организации переходят в руки людей, не имеющих никакой реальной поддержки, но имеющих покровительство властей. Захват партии был необходим Жээнбекову не столько для усиления собственной власти, сколько для того, чтобы лишить Атамбаева легитимной политической платформы перед парламентскими выборами 2020 года. Это была юридическая казуистика высшего пилотажа. Суды признавали легитимными собрания никому неизвестных людей, объявлявших себя истинными социал-демократами, и передавали им право использования бренда и символики. Атамбаев, наблюдая за этим фарсом, видел, как его партия превращается в зомби-структуру, управляемую марионетками, чья единственная задача — поливать грязью своего основателя. Это было больно не только политически, но и лично, ведь в эту партию он вложил душу, энергию и огромные средства. Внутрипартийный раскол прошел не только по линии руководства, но и через рядовых членов, которые оказались дезориентированы и напуганы. Людей заставляли публично отрекаться от Атамбаева под угрозой увольнения с госслужбы, требовали переписывать заявление о вступлении в новую СДПК или переходить в провластную партию Биремдик. Это была масштабная зачистка политического поля, призванная создать иллюзию монолитного единства вокруг президента Жээнбекова. Но на деле она лишь загнала протест в подполье. Те, кто остался верен Атамбаеву, ушли в глухую оппозицию, создав костяк будущих протестных движений, которые сыграют свою роль в октябре 2020 года. Уничтожение СДПК стало символом деградации партийной системы Кыргызстана, где идеология и устав не значат ничего по сравнению с административным ресурсом. Власть показала, что может отобрать любую партию, переписать ее историю и назначить новых лидеров, если старые становятся неугодными. Но история сыграла злую шутку с организаторами этого рейдерства. Партия «Клон» так и не смогла завоевать доверие избирателей, оставшись искусственным образованием, а настоящие сторонники Атамбаева сплотились еще сильнее вокруг его имени. Политическое убийство партии не удалось. Оно лишь превратило ее в миф, в легенду о сопротивлении. Как вы думаете, может ли партия существовать без своего лидера, или в наших реалиях политика — это всегда театр одного актера? Я знаю слишком много, чтобы меня просто так убили, но недостаточно, чтобы меня боялись оставить в живых. Эту фразу приписывают одному из бывших руководителей спецслужб, который в 2019 году неожиданно выехал за пределы страны,
прихватив с собой несколько жестких дисков. Речь идет о так называемом архиве прослушки, который собирался годами и содержал записи интимных и деловых разговоров практически всей политической элиты Кыргызстана. Почему этот компромат, который мог бы взорвать ситуацию в любой момент, так и не был использован в открытую, и кто сейчас владеет этими цифровыми бомбами замедленного действия? Существует мнение, что именно наличие этих копий за рубежом является той невидимой страховкой, которая сохраняет жизнь некоторым участникам тех событий. В эпоху Атамбаева система тотальной прослушки достигла своего апогея. Слушали всех, от министров до оппозиционных журналистов, от бизнесменов до собственных водителей. Это создавало атмосферу паранойи, где никто не мог быть уверен в конфиденциальности своих слов и где каждый компрометирующий разговор подшивался в личное дело. Но когда власть поменялась, контроль над этой системой перешел в другие руки, и вчерашние охотники сами стали дичью. Новые кураторы спецслужб начали охоту за архивами прослушки, понимая, что там могут быть записи, компрометирующие уже их самих, их переговоры с Атамбаевым в бытность его президентом, их клятвы в верности и просьбы о должностях. Часть этих материалов, по слухам, была уничтожена в ходе хаотичных чисток в ГКНБ. Но эксперты утверждают, что цифровые следы стереть невозможно, особенно если они были скопированы на удаленные сервера. Этот призрак архива продолжает витать над кыргызской политикой, заставляя многих действующих чиновников нервничать и оглядываться по сторонам. Периодические сливы аудиозаписей в интернет — это лишь верхушка айсберга, напоминание о том, что большой брат все слышал и все записал. Атамбаев, будучи создателем этой системы, сам стал ее заложником, ведь теперь эти записи могут быть смонтированы и использованы против него в суде, вырванные из контекста и препарированные пропагандой. Вопрос о том, где находятся оригиналы самых чувствительных записей, остается одной из главных загадок современной истории страны. Возможно, они лежат в банковской ячейке в Цюрихе или Лондоне, ожидая часа X, или же они стали предметом торга между спецслужбами разных стран. В любом случае, наличие такого компромата делает политическую ситуацию в Кыргызстане перманентно нестабильной, ведь любой герой может в одночасье превратиться в преступника, если будет опубликована та самая запись. Готовы ли мы узнать, о чем на самом деле говорят наши политики, когда думают, что их никто не слышит, и как сильно их реальные слова отличаются от публичных речей? В камере следственного изолятора ГКНБ, где Атамбаев провел сотни дней, время текло по своим особым законам, превращая каждый час в пытку неопределенностью. Психологическое состояние экс-президента было предметом пристального внимания не только врачей, но и аналитиков спецслужб, которые ежедневно докладывали наверх о его поведении, настроении и сказанных фразах. Они ждали, когда он сломается, когда начнет просить о пощаде или предлагать сделку, но вместо этого они видели, как в нем просыпается холодная, почти мистическая отрешенность. Он начал много читать, изучать религиозную литературу и писать мемуары, превращая свое заключение в духовную практику. Что происходило в душе человека, который с вершины власти упал на самое дно, и как он переосмысливал свои ошибки в тишине тюремных стен? Изоляция дала Атамбаеву то, чего у него не было последние 10 лет — время подумать. Он анализировал каждое свое кадровое решение, каждого человека, которого он приблизил, и с горечью осознавал, что сам создал монстра, который его пожирает. Он вспоминал предупреждения старых друзей, которых он оттолкнул ради новых фаворитов, и понимал, что его главная ошибка была не в политике, а в людях. Это было мучительное прозрение, когда ты видишь всю картину целиком,
но уже не можешь ничего изменить, кроме своего отношения к прошлому. Тюрьма стала для него чистилищем, где сгорали амбиции, и оставалась только голая правда о себе и о мире. Но даже в заключении Атамбаев оставался политическим фактором, с которым приходилось считаться. Его письма из тюрьмы, передаваемые через адвокатов, становились событиями, их цитировали, обсуждали, искали в них скрытые смыслы. Он научился управлять повесткой дня даже из-за решетки, используя свой статус узника совести для критики власти. Жээнбеков, заперев своего врага, не смог заставить его замолчать, а лишь придал его словам вес мученичества. Это была дуэль двух президентов, которая продолжалась даже тогда, когда один сидел в кресле, а другой — на нарах. И в этой дуэли симпатии переменчивой толпы постепенно начинали склоняться на сторону того, кто страдает, а не того, кто наказывает. Феномен Атамбаева заключается в том, что он, будучи глубоко противоречивой фигурой, сумел стать символом сопротивления системе, которую сам же и породил. Его стойкость в тюрьме вызвала уважение даже у врагов, которые ожидали увидеть сломленного старика, а увидели бойца, готового идти до конца. Это история о том, что дух человека может быть сильнее бетонных стен и колючей проволоки, если у него есть вера в свою правоту. Но цена этой правоты — разрушенная жизнь, потерянное здоровье и годы, вычеркнутые из биографии. Стоит ли власть таких жертв, и есть ли в политике место для раскаяния, когда за твоей спиной захлопывается тяжелая железная дверь? В октябре 2020 года, когда власть в Кыргызстане снова валялась на улице и толпа громила Белый дом, многие ожидали, что Атамбаев вернется триумфатором и возьмет реванш. Но история распорядилась иначе, показав, что в одну реку нельзя войти дважды, особенно если вода в ней стала красной от крови. Его короткое освобождение и последующий повторный арест стали финальным аккордом в его политической карьере, доказав, что время его поколения ушло безвозвратно. Новые лидеры, пришедшие на волне хаоса, использовали его имя как таран для свержения Жээнбекова, а затем цинично избавились от него, отправив обратно в камеру. Это был жестокий урок реальной политики. Революция пожирает не только своих детей, но и своих отцов. Теперь, когда страсти улеглись, и Атамбаев остается в заключении или под надзором истории, мы можем взглянуть на его фигуру без гнева и пристрастия. Он был президентом, который хотел войти в историю как реформатор и строитель, но запомнится как человек, который не смог вовремя уйти и не смог разглядеть врага в своем друге. Его трагедия — это трагедия шекспировского короля Лира, который раздал свое королевство и остался ни с чем на холодном ветру предательства. Но именно эта трагедия делает его фигуру такой притягательной для драматургии истории, ведь в ней есть все — взлет, падение, любовь, ненависть и неизбежный рок. Мы подходим к финалу нашего расследования, но точка в этой истории еще не поставлена. Архивы, о которых мы говорили, все еще хранят свои тайны, свидетели все еще живы, а политическое колесо Кыргызстана продолжает вращаться, перемалывая судьбы. Возможно, через 10 или 20 лет мы узнаем новые детали, которые перевернут наше представление о событиях в Кой-Таше и о том, кто на самом деле дергал за ниточки в этой великой игре. А пока нам остается только задавать вопросы и искать ответы в осколках правды, которые долетают до нас сквозь стены секретности. Как вы думаете, станет ли история Алмазбека Атамбаева уроком для будущих президентов? Или жажда власти всегда будет сильнее страха перед неизбежным падением? И способны ли мы, как общество, разорвать этот порочный круг, где каждый новый правитель начинает с того, что сажает в тюрьму предыдущего?
В сейфе начальника личной охраны, который был вскрыт следователями спустя 3 дня после ареста, лежал неприметный блокнот в черной кожаной обложке, содержание которого заставило побледнеть даже опытных оперативников. В этом блокноте не было кодов запуска ракет или государственных тайн, там было нечто более опасное — подробный график неформальных встреч президента за последние 5 лет с указанием точного времени, места и, самое главное, переданных подарков. Почему этот человек, который был тенью Атамбаева и обязан был умереть за него, сохранил этот компромат вместо того, чтобы сжечь его в первую же минуту опасности? Этот блокнот стал тем самым ключом, который открыл следователям двери в самые темные углы кыргызской политики, превратив верного телохранителя в главного свидетеля обвинения. Предательство ближайшего окружения — это всегда удар в спину, но в случае с Атамбаевым это было похоже на коллективное ритуальное убийство вожака стаи. Люди, которые годами сидели в его приемной, ловя каждый взгляд и жест, внезапно обрели голос и память, начав рассказывать следствию детали, о которых знали только двое. Водители вспоминали маршруты тайных поездок, секретари поднимали архивы уничтоженной переписки, а помощники указывали на тайники, о существовании которых не знала даже семья. Это был парад лицемерия, где каждый пытался купить себе индульгенцию у новой власти ценой головы бывшего шефа. Атамбаев, узнавая об этих показаниях из материалов дела, наверняка испытывал не столько гнев, сколько брезгливое удивление от того, насколько мелкими оказались люди, которых он считал гигантами. Особую роль в этом процессе сыграли те, кого называли кошельками партии, бизнесмены, чьи состояния были сколочены благодаря государственным тендерам и протекции президента. Когда счета были арестованы, а налоговая служба начала тотальные проверки, эти люди встали перед жестким выбором — потерять все и сесть в тюрьму, или дать показания о том, что их бизнес был лишь ширмой для отмывания денег семьи Атамбаевых. Большинство выбрало второй вариант, подписав признательные показания, в которых они выставляли себя жертвами вымогательства, а экс-президента — главным мафиози. Эти показания легли в основу экономических обвинений, превратив политическое преследование в банальную уголовщину. Но самым страшным для Атамбаева стало молчание тех, кого он считал своими идеологическими наследниками, молодых политиков, которых он привел за руку в большую политику. Они не давали показаний, они просто исчезли, растворились в тумане, отключив телефоны и удалив аккаунты в социальных сетях. Это молчаливое предательство ранило сильнее, чем громкие разоблачения, потому что оно показало, что никакой идеологии не существовало, был лишь карьерный лифт, который теперь сломался. А как бы вы поступили, если бы вам предложили сохранить свободу и состояние в обмен на подпись под протоколом допроса против вашего бывшего начальника? Представьте себе холодную камеру в исправительной колонии номер 47, куда Алмазбека Атамбаева перевели из следственного изолятора ГКНБ и где воздух пропитан запахом лекарств и тюремной баланды. Это место известно как тюремная больница, но для человека его статуса это был особый вид унижения — оказаться на одной территории с уголовниками, многих из которых посадила именно его система правосудия. В криминальном мире существуют свои жесткие законы, и бывший глава государства, объявивший войну организованной преступности, автоматически становился мишенью номер один. Кто принял решение о переводе экс-президента именно в это учреждение, прекрасно зная о рисках, и была ли это попытка психологического давления или реальная угроза физической расправы руками заключенных? Жизнь в колонии 47 превратилась для Атамбаева в бесконечную игру на выживание, где каждый выход на прогулку мог стать последним.
Администрация колонии, конечно, обеспечила ему изолированный блок, но стены в тюрьме имеют уши, а новости распространяются быстрее, чем по интернету. Черный мир наблюдал за ним с хищным интересом, ожидая любой ошибки или проявления слабости. Атамбаев, понимая это, вел себя подчеркнуто жестко, отказываясь от любых привилегий, которые могли бы быть истолкованы как сотрудничество с администрацией, и требуя к себе отношения исключительно как к политическому узнику. Его камера стала крепостью внутри крепости, где он поддерживал железную дисциплину духа, несмотря на стремительно ухудшающееся здоровье. Здоровье экс-президента стало отдельной темой для спекуляций и информационных войн. Адвокаты заявляли о критически низком давлении и проблемах с позвоночником, требуя немедленной госпитализации в гражданскую клинику. Власть же через подконтрольные СМИ распространяла слухи о симуляции, утверждая, что Атамбаев просто пытается избежать наказания и разжалобить общественность. Но медицинские карты, которые велись тюремными врачами, фиксировали реальную картину разрушения организма, который не выдерживал стресса и условий содержания. Каждый гипертонический криз становился поводом для политического торга, где жизнь человека ставилась на одну чашу весов, а его политическое молчание на другую. В те дни, когда Атамбаев лежал под капельницей в тюремной палате, глядя на решетку на окне, он, возможно, вспоминал, как сам когда-то игнорировал просьбы правозащитников о гуманном отношении к заключенным оппозиционерам. История совершила полный оборот, и теперь он на собственной шкуре испытывал все прелести пенитенциарной системы, которую не успел или не захотел реформировать. Это был жестокий урок кармы. Тюрьма, построенная для врагов, стала домом для ее архитектора. Считаете ли вы, что тяжелобольный человек, независимо от его прошлых грехов, имеет право на милосердие, или тюремные стены должны быть одинаково холодны для всех? В материалах уголовного дела по событиям в Куйташе есть один том, который полностью состоит из распечаток телефонных биллингов и геолокаций абонентов, находившихся в радиусе километра от резиденции в дни штурма. Эти сухие цифры и координаты рассказывают историю, отличную от официальной версии. Они показывают присутствие на месте событий людей, которые официально там не находились. Речь идет о сотрудниках иностранных спецслужб и консультантах, чьи телефоны работали в роуминге и соединялись с номерами в высоких кабинетах соседних государств. Что делали эти невидимки в эпицентре конфликта? И какую роль они сыграли в координации действий силовиков, когда операция по захвату начала выходить из-под контроля? Присутствие внешнего фактора в деле Атамбаева всегда было темой для конспирологических теорий, но биллинги дают этим теориям почву под ногами. Существует версия, что штурм Куйташа был не просто внутренней полицейской операцией, а показательной акцией, согласованной с внешними игроками, которые устали от непредсказуемости экс-президента. Атамбаев со своим взрывным характером и острой риторикой стал неудобен не только для Жээнбекова, но и для партнеров по ЕАЭС и ОДКБ. Его арест должен был стать сигналом для всех элит региона. Правила игры изменились, и самодеятельность больше не допускается. Анализ звонков также показал странную активность некоторых ближайших соратников Атамбаева, которые в разгар штурма вели переговоры с номерами, принадлежащими руководству МВД и ГКНБ. О чем они договаривались, пока их лидер сидел в бункере, и не были ли эти переговоры частью плана по мирной сдаче, который был сорван случайным выстрелом. Эти люди до сих пор находятся в политике, и их роль в тех событиях остается под завесой тайны. Но распечатки звонков лежат в архивах как мина замедленного действия. Возможно, именно страх перед обнародованием этих переговоров заставляет многих участников тех событий хранить гробовое молчание.
История с иностранными консультантами добавляет в драму Атамбаева геополитический оттенок, превращая ее из разборки двух друзей в элемент большой игры за влияние в Центральной Азии. Экс-президент, который всегда гордился своей независимостью, оказался пешкой на доске, где ходы делают игроки куда более крупного калибра. Он думал, что играет в шахматы, а с ним сыграли в покер, и у него на руках не оказалось ни одной козырной карты. Верите ли вы, что судьба президента суверенной страны может решаться за ее пределами? Или это всего лишь попытка оправдать собственные ошибки внешним вмешательством? В тот день, когда они выносили мебель из его дома, я видел, как мародеры примеряли его костюмы и смеялись, рассказывает сосед Атамбаева по селу Койташ, ставший свидетелем разграбления резиденции после второго ареста в октябре 2020 года. Это было не просто изъятие вещественных доказательств. Это было варварское уничтожение личного пространства, символический акт осквернения памяти. Кто дал негласную команду не препятствовать толпе, ворвавшейся в дом, и почему сотрудники милиции спокойно наблюдали, как из ворот вывозят картины, книги и личные вещи семьи. Этот эпизод стал наглядной демонстрацией того, что вместе с властью человек теряет и право на защиту своей частной жизни. Дом в Койташе, который Атамбаев строил с такой любовью и который называл своим родовым гнездом, превратился в призрак. Разбитые окна, выломанные двери, разбросанные по саду семейные фотографии — все это напоминало кадры из хроники гражданской войны. Власть хотела не просто посадить Атамбаева, она хотела стереть его след, превратить его дом в руины, чтобы никому больше не повадно было строить крепости против государства. Впоследствии здание было передано на баланс государства для организации там социального учреждения, что стало финальной точкой в истории Койташской республики. Но самое болезненное для Атамбаева было узнать, что среди мародеров были и те, кого он когда-то принимал в этом доме как гостей, кормил и поил. Люди, потерявшие человеческий облик от запаха легкой наживы, тащили все, что могли унести, не гнушаясь даже детскими игрушками. Это было зеркало общества, которое он пытался воспитывать, но которое так и не приняло его ценностей. Он хотел остаться в истории как просветитель, а остался как человек, чей дом разграбила толпа. Судьба резиденции стала метафорой судьбы самого Атамбаева. Величественный фасад, за которым скрывалась хрупкость и одиночество, и который был разрушен теми, для кого он строился. Теперь, когда там гуляет ветер, а стены покрыты плесенью, это место вызывает лишь грусть и мысли о бренности всего земного. А как вы считаете, должно ли государство защищать имущество даже своего врага? Или право победителя дает карт-бланш на любое беззаконие? В закрытом архиве Верховного суда хранится особое мнение одного из судей, который рассматривал дело об освобождении Батукаева, но этот документ никогда не был зачитан публично. В нем содержатся юридические аргументы, которые полностью разрушают конструкцию обвинения и указывают на грубейшие процессуальные нарушения, допущенные следствием. Почему этот судья, проявивший принципиальность на бумаге, в итоге проголосовал так, как требовала система, и поставил свою подпись под обвинительным приговором? Этот случай ярко иллюстрирует трагедию судебной системы Кыргызстана, где законность всегда уступает место политической целесообразности, а судьи являются лишь нотариусами, заверяющими решения, принятые в другом месте. Судебный процесс над Атамбаевым был тестом на прочность для всей правовой системы страны. И она этот тест с треском провалила. Заседания проводились в закрытом режиме, адвокатов лишали слова, свидетелей запугивали. Все это делалось с одной целью — как можно быстрее получить нужный результат.
Судьи, которые вели это дело, прекрасно понимали, что творят беззаконие, но страх потерять мантию и привилегии был сильнее голоса совести. Они прятали глаза, бубнили себе под нос формулировки и спешили покинуть зал заседаний, словно боялись заразиться проказой от человека в стеклянной клетке. Атамбаев, будучи опытным политиком, использовал каждый промах суда, чтобы дискредитировать процесс в глазах общественности. Его саркастические реплики, отказ вставать при входе судьи, демонстративное чтение книг во время оглашения материалов дела — все это было частью его стратегии по превращению суда в фарс. Он понимал, что юридически выиграть невозможно, поэтому играл на поле морального превосходства, показывая, что судьи боятся его даже в наручниках. И эта тактика работала. В обществе росло недоверие к приговору, который выглядел не как акт правосудия, а как месть победителя. Особое мнение судьи, спрятанное в архиве, это бомба, которая может взорваться в любой момент, если политическая конъюнктура изменится. Когда-нибудь, когда власть сменится снова, этот документ достанут, стряхнут с него пыль и назовут образцом гражданского мужества, забыв о том, что его автор так и не решился озвучить его вслух. История судебных процессов над президентами учит нас, что Фемида в наших краях не слепа. Она просто очень хорошо умеет подглядывать из-под повязки в сторону сильного. А вы верите в то, что суд может быть независимым, когда на скамье подсудимых сидит личный враг главы государства. 23 марта 2022 года железные ворота колонии номер 47 открылись, чтобы выпустить карету скорой помощи, увозившую Алмазбека Атамбаева в другую реальность, в колонию номер 27. Этот перевод был обставлен как спецоперация. Усиленный конвой, тонированные стекла, полная информационная блокада. Власти объясняли это расформированием 47-й колонии, но инсайдеры говорили о другом. Экс-президент стал слишком влиятельной фигурой внутри тюремной больницы, и его нужно было изолировать еще жестче. Что ждало его на новом месте, в колонии строгого режима в селе Молдавановка, где условия содержания были куда суровее, а контингент еще опаснее? Перевод в 27-ю колонию стал новым этапом психологической войны. Здесь Атамбаева лишили последних остатков комфорта, поместив в камеру, где зимой промерзали стены, а летом стояла невыносимая жара. Ему запретили многие виды передач, ограничили свидания и установили круглосуточное видеонаблюдение даже в санитарном узле. Это была попытка сломать его физически, довести до состояния овоща, который больше не сможет писать свои дерзкие письма и будоражить народ. Но каждый новый виток репрессий давал обратный эффект. Атамбаев закалялся, превращаясь в символ несгибаемости. В Молдавановке он столкнулся с новой угрозой — полной информационной изоляцией. Если в больнице он еще мог получать новости через адвокатов и персонал, то здесь этот канал был перекрыт. Ему оставалось только радио и государственные газеты, которые рисовали картину процветающего Кыргызстана под мудрым руководством новой власти. Это была пытка искаженной реальностью, попытка заставить его поверить, что народ забыл его и счастлив без него. Но Атамбаев, обладая феноменальной интуицией, чувствовал, что за фасадом стабильности скрывается нарастающее напряжение и что его время еще не закончилось. История с этапированием больного экс-президента вызвала волну возмущения даже среди тех, кто не был его сторонником. Это выглядело как мелочная месть, недостойная сильной власти. Люди начали задаваться вопросом: если они так боятся больного старика в тюрьме, значит, он все еще силен? Парадокс ситуации заключался в том, что чем хуже становились условия содержания Атамбаева, тем выше поднимался его рейтинг мученика.
Власть сама лепила из него икону оппозиции, забывая, что в политике страдания часто конвертируются в политический капитал. Как вы думаете, делает ли жестокость власть сильнее, или она лишь показывает ее страх перед прошлым? В личном дневнике одного из адвокатов Атамбаева есть запись, сделанная после встречи с подзащитным в мае 2022 года. Он больше не говорит о политике, он говорит о вечности. Трансформация, произошедшая с Алмазбеком Шаршеновичем за годы заключения, поразила многих. Из агрессивного, импульсивного политика он превратился в философа, цитирующего Коран и русских классиков. Что это было? Искреннее переосмысление жизни или новая маска, надетая для защиты от жестокой реальности? Те, кто видел его в те дни, говорят, что в его глазах исчез блеск жажды власти, но появился другой свет — свет человека, который принял свою судьбу. Атамбаев начал писать стихи и прозу, пытаясь выразить на бумаге то, что невозможно сказать в юридических документах. Его творчество, передаваемое на волю, стало своеобразным посланием народу, в котором он просил прощения за ошибки, но не каялся в своих намерениях. Он писал о предательстве друзей, о лицемерии элит и о том, как тяжело нести бремя власти. Эти тексты находили отклик у простых людей, которые видели в них искренность, которой так не хватало в официальных речах действующих политиков. Тюрьма сделала его голос тише, но слова весомее. Однако за этой философской оболочкой скрывалась глубокая личная трагедия человека, который потерял возможность видеть, как растут его внуки, как стареет его жена, как меняется мир за окном. Он пропустил свадьбы и похороны, дни рождения и праздники, все те моменты, из которых состоит человеческая жизнь. Власть отняла у него самое дорогое — время, которое невозможно вернуть ни за какие деньги. И это наказание было страшнее любого срока, прописанного в приговоре. Фигура Атамбаева в 22 году стала напоминанием всем нам о том, как тонка грань между вершиной и пропастью. Он был живым памятником эпохи надежд и разочарований, человеком, который хотел как лучше, а получилось как всегда. Его история заставляет задуматься о цене амбиций и о том, что остается от человека, когда у него отбирают все атрибуты величия. Способны ли мы увидеть в поверженном правителе простого человека со своей болью и страхами, или для нас он навсегда останется лишь функцией власти? В сейфах зарубежных банков, доступ к которым имеет лишь узкий круг доверенных лиц семьи Атамбаевых, до сих пор лежат цифровые носители, содержание которых неизвестно широкой публике. Слухи об этом страховом полисе не дают покоя многим действующим политикам в Бишкеке. Что если там хранятся видеозаписи передачи денег, аудиофайлы переговоров о разделе сфер влияния или документы, подтверждающие участие нынешней элиты в схемах прошлого режима? Этот фактор неопределенности является тем сдерживающим механизмом, который, возможно, и сохраняет жизнь экс-президенту в заключении. Никто не хочет рисковать, проверяя, блеф это или реальная угроза. Существование компромата — это классика жанра постсоветской политики, где никто никому не верит на слово. Атамбаев, будучи мастером интриг, наверняка позаботился о том, чтобы у него остались козыри в рукаве даже после ареста. Эти цифровые призраки живут своей жизнью, создавая невидимое напряжение в коридорах власти. Периодические вбросы информации через анонимные телеграм-каналы напоминают всем: архив не уничтожен, он просто ждет своего часа. И этот час может наступить в самый неожиданный момент, когда политический маятник снова качнется в другую сторону. Но есть и другая версия. Никаких архивов нет. Они были выдуманы как миф для защиты, как пугало для врагов. И если это так,
то игра Атамбаева становится еще более гениальной и рискованной. Держать в страхе систему, не имея на руках ничего, кроме собственной репутации непредсказуемого игрока, это высший пилотаж психологической войны. В любом случае, тайна Золотого архива Атамбаева останется одной из главных загадок кыргызской политики, которую, возможно, разгадают только историки будущего. Мы завершаем наш рассказ на точке многоточия, потому что история Алмазбека Атамбаева еще не закончена. Он жив, он в тюрьме, и он продолжает влиять на умы людей. Его судьба — это открытая рана на теле кыргызской государственности, которая не заживет, пока не будут даны честные ответы на все вопросы. Был ли он тираном или жертвой, коррупционером или реформатором, другом или врагом? Каждый из вас ответит на этот вопрос по-своему. Но одно можно сказать точно. Его имя навсегда вписано в историю страны, и стереть его оттуда не смогут ни суды, ни тюремные решетки, ни время. А теперь задайте себе последний вопрос. Если бы у вас была абсолютная власть, смогли бы вы устоять перед искушением использовать ее против своих врагов, зная, что однажды бумеранг обязательно вернется?